Один за другим на экране появляются фотографии тех, кто сражался за свободу и светлое будущее в период Великой Отечественной. На мемориальном комплексе «Слава» в Малгобеке поздним вечером собрались жители города, чтобы почтить память воинов, земляков, павших за родину на полях сражений. Кто-то зажигает свечи по погибшим, кто-то ищет своих предков на мемориальных плитах, но всех объединяет одно. Этот день, 22 июня, символическая дата, когда мы чтим память погибших и помним о подвигах живых. И мы, ныне живущие, потомки тех великих людей, патриотов, обязаны сделать все, чтобы никогда не допустить войны. Многие жители пришли, чтобы вспомнить о своих родственниках, павших на войне. Марина Барухоева пришла на мемориал со своей дочкой, чтобы рассказать и показать, через что пришлось пережить советскому народу. Она по образованию педагог и знает, как донести до детей историю своей страны. Которых мы обучаем в школе. Что Бог бы жмедито, суцани Бог бы в школе Бог бы так ханс профессии учить даже то. Ровно 80 лет назад в 4 часа утра началась самая жестокая и кровопролитная война в истории человечества. Долгие 1480 дней и ночей наши предки разных национальностей и вероисповеданий бок о бок сражались с противником до победного конца. И сегодня среди присутствующих здесь не только ингуши, но и представители других народностей. У нас Великий Отечественный, вот за защиту Малгобек погибло около 10 тысяч уроженцев Азербайджана. Вот каждый раз, не только в мероприятиях, но, можно сказать, каждый день почти, что я в этом мемориале бываю и вспоминаю про них. Здесь была 9-я стрелковая бригада, 5000 личный состав, из них ни один не вернулся. Первыми встретили удар врага пограничники и жители приграничных сел и городов. Нападение было неожиданным и вероломным. Многие бойцы, командиры, женщины и дети погибли в первые секунды войны. В память о них объявляется минута молчания. В знак того, что мы помним о тех страшных днях и подвигах наших героев, ежегодно 1000 людей собираются в День памяти и скорби в вечерней тишине. Участникам акции «Свеча памяти» предложили поставить свои свечи у братской могилы в память о тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину. Как сыну участника Великой Отечественной войны, близка тематика войны. Мой отец встретил войну 22 июня 1941 года на западной границе. И она мне известна по его рассказам. Но на самом деле мы сегодня единственное, что мы можем сегодня сделать, просто помнить этих людей, чтить этих людей и делать вот такие мероприятия. Для того, чтобы наши дети помнили, что такое война, и впредь мир не допустил подобной коллизии. Затем участники мероприятия взяли в руки прожекторы и присоединились к еще одной акции «Луч Победы». В годы войны лучи в ночном небе могли означать только одно – опасность вражеского налета. После победы они обрели иной смысл – в память о павших и как символ продолжающейся жизни. Михаил Тангиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.